Татарская община Турции когда-то была самой влиятельной в стране. Именно среди татар были выдающиеся личности, которые сыграли важную роль в становлении нового турецкого государства. Садри Максуди – первый советник Ататюрка, и Юсуф Акчура – один из самых влиятельных политиков тюркского мира. Татарская мусульманская община Турции сегодня одна из самых показательных. По некоторым данным, здесь проживает более 100 тысяч человек. В Турции до сих пор сохранились поселения поволжских татар, где остался старинный уклад и традиции нашего народа. В Турции к татарам особое отношение. В Стамбуле работает этнографический музей, своеобразный татарский дом, кусочек родины для тех, кого когда-то приютила эта земля. Мы здесь собрали сведения о таких знаменитых личностях для тюркского мира, как Габдулла Тукай, Заки Валиди, Чингис Айтматов. Также проводим национальные праздники тюркских народов – Навруз и Сабантуй. Студенты университета Мармара, самого многоязычного университета мира, где обучаются 50 тысяч студентов из 80 стран, в Институте тюркологии с первого курса будущие филологи начинают изучать старотурецкий или османский язык. Вторым обязательным языком для изучения является именно татарский, как самый совершенный среди тюркских языков. Татары в Российской империи, они уже очень давно присутствовали как элемент, как посредник между славянским миром, культурой России, именно русских, и между народами Востока. О татарах Финляндии слагаются легенды. Их всего лишь около 7 тысяч, но они в совершенстве владеют родным татарским языком. За 200 лет проживания на финской земле татары действительно здесь смогли пустить глубокие корни. Они свято чтут свою историю и свои религиозные традиции. Многочисленные диаспоры, как драгоценный жемчуг, рассыпаны по всем странам Старого и Нового Света. Но их голоса так близки и родны. Саулыгым минем саулык, ауруым минем ауруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле, дөнья бирсәләр дә сатмам милләт, миллиятымны. Синеке дип исәпләсәләр, бәхетле мин, игелекле шагыйрем булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөя, белмим нидән. Милләтем, мине милли ит, миңа шатлык бүләк ит. Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Словения, Словакия, Франция, Швеция, Эстония, Америка, Китай. На карте мира нет места, где бы не проживали наши соотечественники. С 2002 года на протяжении 18 лет телеканал «Татарстан. Новый век» рассказывает о судьбе, о прошлом, настоящем и будущем наших соотечественников, которые волей судьбы оказались на чужбине. Новый телевизионный проект «Мы, татары» – это поздравление наших соотечественников, живущих за рубежом, со столетним юбилеем образования ТСР. Они искренне желают процветания своему далекому родному дому. Татарстан – это маяк, это ориентир, это Мекка своего рода, потому что то, что происходит в Татарстане, является гордостью для любого человека, причисляющего себя ко второй по численности нации в Российской Федерации. Мин татар булуы белән горурланам, чөнки татар халкы көчле халык. Стоит отметить, что Алма-Ата – это все-таки русскоговорящий город. Здесь повсюду слышится русская речь, но казахи проводят определенную работу по предупреждению этой языковой ассимиляции. Здесь все надписи, все информационные табло именно на казахском языке. Вот, к примеру, «Оту ушен басыңыз». Любой татарин поймет. «Оту ушен басыңыз». Для перехода нажмите. Казахский язык, хоть и не совсем такой, как татарский, но, в общем-то, вполне понятный и вовсе не кажется нам чужим. Прежде всего, потому что имеется масса общих устойчивых речевых оборотов, и для общения практически не нужен переводчик. Все дело в том, что казахи и татары – народы, которые имеют очень древнюю культурную и историческую связь. Более того, по мнению ученых, в глубокой древности эти два народа были частью единого тюркского каганата. Қазаннан ба? Әйе, білесіз ме Қазанны? Қазанды мені білем, молодец, ол жақта барлықтарына сәлем айтыңыз. Біз міне Татарстаннан, қонақлар. Аңлайсыз? Қонақтар.
В городе Уральск есть улица и музей, названные в честь великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Город, где Тукай провел лучшие свои годы. Он прожил здесь 9 лет. Именно здесь он написал стихи, которые вошли в золотой фонд татарской литературы. Композитор Назиб Жиганов, писатель Ибрагим Заляхов, дирижер Фуат Мансуров. Среди знаменитых соотечественников есть и певцы, и художники, и ученые, и журналисты. В самом Татарстане сегодня проживает около 38% всех татар, живущих в России. Татарская нация представлена во всех регионах страны. Башкортостан свыше 1 миллиона, Тюменская область почти 240 тысяч, Челябинская 180 тысяч, Оренбургская 151 тысяча, Ульяновская область более 149 тысяч человек. Татары являются самым многочисленным из нерусских народов России. Татары на втором месте по численности и в Томской области. Здесь проживает свыше 17 тысяч человек. Это татарская слобода. Имеет статус объекта культурного наследия. Уникальные дома, татарские орнаменты на наличниках привлекают туристов и рассказывают об истории татар Томска. Мы находимся в исторической части дома Каримбая. Настоящие подвалы, настоящие... Посмотрите на эти своды потолка, и так и не поверишь, да, что все это сделано 125 лет назад. У нас, у татар, проживающих в Татарстане, есть чему поучиться у своих соотечественников из далеких берегов. В Казань, на свою историческую родину, представители многочисленных татарских диаспор, как правило, приезжают при полном параде. Да и своим родным языком, в особенности старшее поколение, владеет в совершенстве. Но где бы они ни жили, их главная цель остается одна – никогда не забывать о том, кем они были, кто они есть и какой нации будут их дети. Татарстан безнең өчен бөтен якка сибелгән татар халкы өчен безнең өчен якты маяк кебек үзенә тартып торучы бер мәркәз, башкала Татарстан. Шуңа күрә без аның белән һәр вакытта горурланабыз. Игә түгел, йөрәкләргә катыр тактаны кагайык. Ертә түгел, йөрәкләрдә булатның утын ягайык. Соң булса да уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип, ситләргә күрсәтәйек. Эльзира Юзаева, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.